Мяу. Всем привет. Меня зовут Наполеон. Я ваш сэмпай. Ваш сенсей Ануар Асанович получил пропуск к временному порталу и отправился туда сопроводить своих друзей. А я его заменяю. Расскажу о себе. Мяу. Для этого нам необходима линия времени. Помните ее? Сенсей не раз вам говорил использовать линию времени, чтобы считать года, века и тысячелетия. Перед вами линия времени, где цифрами разделены тысячелетия. Стрелка справа означает будущее, а все, что до нее слева, это прошлое. Сейчас 2020 год, а это значит сейчас начало третьего тысячелетия. И мы сейчас находимся вот здесь, на этой линии. Цифра 0 – это нулевой год, от нуля мы считаем года. Все, что справа от нуля – это наша эра, все, что слева от нуля – это до нашей эры. Эта линия времени составлена по Григорианскому календарю, которым сейчас пользуется практически весь современный мир. Дата на ваших смартфонах – это дата Григорианского календаря, а называется он Григорианским, потому что в XVI веке самый главный человек христианской католической церкви, Папа Римский Григорий XIII, утвердил этот календарь в христианских католических странах. А кто является самой культовой личностью религии христианства? Это Иисус Христос. В христианской книге Библия говорится о том, что Иисус Христос родился во время правления древнеримского императора Октавиана Августа. Октавиан Август 2020 лет назад правил Древним Римом. А христианская церковь начала считать года от примерной даты рождения Иисуса Христа. Значит, нулевой год – это дата рождения Иисуса Христа. И сейчас 2020 год от рождения Христа. А все, что было до рождения Христа, то есть до нашей эры, мы считаем в обратном направлении от нуля, как -1, -2, -3 и так далее. Знаете почему? Потому что никто не знает, когда появилась Вселенная, и эти цифры уходят в бесконечность. Прием, прием. Вы здесь? Мозг ваш еще не закипел? Вообще-то вы все это давным-давно уже должны были знать, потому что в первой четверти сенсей вас всех заставлял чертить эту линию у себя в тетрадях. Если что-то непонятно, посмотрите свои тетради или пересмотрите видео на медленной скорости. А теперь я покажу, для чего нужна была линия времени, чтобы рассказать вам о себе. Итак, давным-давно, 15 тысяч лет назад, а это 13-е тысячелетие до нашей эры, в эпоху каменного века, мои дальние-дальние предки, скорее всего, жили на территории западного Казахстана, и назывались они степными кошками. А потом они в поисках добычи начали мигрировать на юг в теплые края. А в это время некоторые ваши предки, то есть люди, которые жили на территории Юго-Западной Азии, решили перейти на оседлый образ жизни. Это значит, вместо охоты и собирательства они решили выращивать растения и заниматься земледелием. В то время территория вдоль восточного побережья Средиземного моря и рек Нил, Тигр и Ефрат не была пустыней, как сейчас, а наоборот. Тогда это было очень благоприятным местом с плодородной почвой. Из-за этого некоторые ваши предки решили поселиться там и стать земледельцами, выращивая растения. В науке это место называется плодородным полумесяцем, потому что если на карте посмотреть на эту территорию, то можно увидеть очертания полумесяца. Люди весь свой урожай начали хранить в амбарах, но у них появился очень опасный супервраг, и это были мыши. Они пожирали весь урожай людей, и люди были бессильны перед мышами. И тогда появились мои предки, дикие степные кошки, которые начали ловить этих мышей и спасать урожай ваших предков, то есть людей. Это было выгодно людям, потому что кошки спасали их урожай, а также было выгодно кошкам, потому что урожай людей привлекал мышей. После этого кошки и люди решили жить вместе, а в Древнем Египте кошки обрели сакральный, священный статус. Но сейчас люди утверждают, что они когда-то над нашими предками провели доместикацию, то есть одомашнили их. Но я, как представитель семейства кошачьих, с этим не согласен. Я считаю, что мы не являемся одомашненными, а до сих пор остаемся теми же с дикими степными кошками, которые могут гулять сами по себе. Например, если хозяева окажутся плохими и выбросят нас на улицу, то мы благодаря нашим хищным инстинктам сможем выжить при любых условиях, в отличие от собак.
Так что мы еще те хищники. Ха-ха-ха-ха. Далее, чтобы изучать историю, как говорит сенсей, необходимо ориентироваться в двух измерениях. Первое – это время, второе – это пространство. Чтобы ориентироваться во времени, мы используем линию времени. А чтобы ориентироваться в пространстве, по нашему предмету очень удобно использовать приложение Google Планета. Давайте я покажу на экране своего телефона, как я его использую. Вот экран моего телефона, вот приложение Google Планета, которое я скачал с App Store или же с Play Market. Заходим в Google Планету. Открылась. Давайте я теперь поменяю ориентацию экрана, чтобы было удобно видеть. Я включил поворот экрана, так смотреть удобнее. Это наш город Алматы. Это наша республика Казахстан. А это наша планета Земля. Какая она красивая. Все это спутниковые снимки. Давайте вернемся в Казахстан. Как я раньше говорил, мои предки жили на территории западного Казахстана. Оттуда они мигрировали на юг, на территорию плодородного полумесяца. Ну а дальше, через несколько тысячелетий, вместе с людьми, они перебрались в Европу. А потом заселили остров Великобритания. Столица Великобритании сейчас город Лондон. Есть хорошая функция, которая называется 3D. Если на нее нажмете, то можно посмотреть на здание в 3D формате. Видите, как красиво? Это Биг Бен, река Темза. Ну и, конечно же, знаменитый Лондонский мост. Также здесь есть функция «Человечек». Если нажмете на человечка и нажмете на какую-либо синюю полоску или точку, то можно посмотреть вживую все фотографии, которые были сделаны на этом месте. И прогуляться по городу по фотографиям. Из Англии мои предки переселились в Шотландию. И именно в Шотландии появилась наша порода, которая называется шотландская прямоухая, Scottish Straight. Это произошло в 20 веке, ну а в 21 веке мои предки вернулись на свою историческую родину Казахстан. А я родился в городе Алматы. А теперь посмотрите на вот это вот здание. Узнаете? Соскучились по школе? К сожалению, в этом приложении функция 3D не работает в нашем городе, потому что его еще полностью не отфотографировали. Но зато можно полюбоваться в 3D формате на наше самое главное богатство. Это наши горы. Видите, какие красивые? Давайте переберемся ближе. Вот какая красота. Вот здесь высокогорный каток Медеу. Дальше идет Плотина. А еще дальше курорт Чембулак. Ну а теперь давайте повторим старые пройденные темы, а именно исторические захоронения. Сакские захоронения на территории города Алматы – это в основном буралдайские курганы. Вот они здесь. Видите курганы? Я их вам показываю, как показывал раньше ваш сенсей. Еще недалеко от Алматы есть город Есык. Там есть есыкские курганы. Вот, сколько их там много. А здесь нашли золотого человека Есыкского. К северу от Есыка, недалеко от Капчегайского водохранилища, есть курганы Бес-Шатыр. Вот они. Это одни из самых древних, величественных царских курганов на территории Казахстана. К востоку, у Тарбагатайских гор, в долине Шелихты, также есть царские курганы. Вот они. Шелихтинские курганы. А еще дальше на восток, если переберемся к Алтайским горам, там, в долине Берель, существуют древние курганы, которые были покрыты вечной мерзлотой. А вот курган, который наполовину музей под открытым небом. Давайте теперь переберемся в центральный Казахстан и постараемся найти там курганы с усами. Вот нашли
Один из них – курганы с усами. Ну и, конечно же, на территории Южного Казахстана мы чуть не забыли древнее сакское городище. Город, затерянный в пустыне. Как он называется? Черикрабат. Вот он, город Черикрабат. Внутри города есть древние курганы. Ну а что касается средневековой истории, то можно посмотреть древний город Сауран. Вот он, величественный город Сауран, с высокими стенами. А все, что за стенами, это было раньше продолжением мегаполиса. Тут, в средневековье, кипела жизнь. Из существующих ныне городов можно полюбоваться на Туркестан, жемчужина Центральной Азии. Здесь имеется огромное архитектурное средневековое сооружение мавзолей Хаджи Ахмета Яссави, которое ваш сенсей показывал на первом уроке. Давайте еще можем посмотреть город Отрар. Тоже древний, средневековый, крупный город Отрар. Вот город Отрар. Тут работы для археологов непочатый край. В этом месте происходили великие сражения, а также город Отрар славился тем, что там находилась вторая по величине и по значимости библиотека Средневековья. Великий ученый Абу-Наср аль-Фараби родился в этом городе, потому что город Отрар также назывался городом Фараб. Пользуйтесь, дети, этим приложением. Очень полезно, повышает ваш кругозор. Чем тратить время на бесполезные игры, лучше изучайте по Google карте весь настоящий живой мир. Зато когда будете путешествовать, вы не заблудитесь. И снова о себе. Когда меня сенсей приутил, я вначале ничего не умел делать. Ни писать, ни читать, даже разговаривать не умел. Но потом я начал внимательно наблюдать за сенсеем и повторять все, что он делает. Я начал учиться, даже ночью учился и во сне учился. А по утрам мы выходили на улицу и практиковали гимнастику тайцзи. И сейчас я научился и писать, и читать, и разговариваю на русском, казахша and English with vocabulary. Кстати, насчет моего имени Наполеон. Сенсей назвал меня не в честь французского императора Наполеона Бонапарта, хотя как историку сенсею интересны исторические персонажи, а также не в честь слоеного торта или пирожного Наполеон, а назвал меня в честь города, который находится в Италии и называется Неаполь. На итальянском он произносится как Наполи. Неаполь находится на территории Европы и является третьим по величине городом Итальянской Республики. Как раз сейчас вы проходите темы, связанные с современной территорией Италии, а это в 5 классе эпоха Древнего Рима, а в 6 классе эпоха Ренессанса. Город был основан в 8 веке до нашей эры греческими поселенцами. Ну а потом в 4 веке до нашей эры италийцы захватили этот город и дали ему название Неаполис, что означает «новый город». Затем город стал частью Римской империи, в 6 веке город захватили византийцы, с 7 по 12 век им правили сами неаполитанцы, в 12 веке захватили норманны, в 13 веке стал частью Сицилийского королевства, в 16 веке принадлежал Испании, в 18 веке перешла под власть Австрии, в 19 веке город захватили французы во главе с Наполеоном, ну а с середины 19 века наконец стал городом самих итальянцев. В Италии Неаполь считается южным городом. Жители имеют свой неаполитанский диалект, в отличие от итальянского языка. Также менталитет жителей чем-то схож на менталитет жителей Южного Казахстана. Они предприимчивы, очень общительны и все любят очень вкусно готовить. А настоящая итальянская пицца впервые появилась в городе Неаполь в 16 веке. Сейчас одной из самых старых пиццерий в мире считается L'Antica Pizzeria da Michele. Сюда выстраивается огромная очередь с утра до ночи. Но скажу вам по секрету, самая вкусная пиццерия в городе Неаполь, а возможно и в мире, по моему мнению, это пиццерия Ди Маттео. Пальчики оближешь. Также в 19 веке один из видов макаронных изделий в городе Неаполь стал называться спагетти. Я люблю спагетти с умаром, и неаполитанскую пиццу тоже люблю. Кто-то, кажется, кушает пиццу. Ну поделитесь со мной. Не хотите? Ну ладно, не надо. Кстати, если у нас в стране на каждом шагу магазины и один ресторан на квартал, то в Италии наоборот. На каждом шагу рестораны и один супермаркет на квартал. Люди практически обедают, завтракают, ужинают в ресторане, а не дома. В подобных городах густое население и очень много туристов, что совсем непривычно для нас, жителям степей.
В этом городе ваш сенсей решил избежать толпы и пошел через трущобы. В трущобах он наткнулся на неаполитанских ультрасов. Это фанатики итальянского футбола, а сенсей футбол не любит. Между ними завязалась потасовка, и ему чудом удалось спастись, растворившись в толпе туристов. Но из-за тесноты и давки он потерял сознание. Очнувшись, сенсей решил освежиться в Неаполитанском заливе и чуть не утонул, потому что не умеет плавать. Добравшись до берега, сенсей обнаружил, что воры неаполитанской преступной группировки Каморра, которая является одной из самых опаснейших в мире, украли все его ценные вещи. Бумажник, банкоматные карточки, паспорт, удостоверение, билеты, все бумажные купюры и даже не оставили копейки. Это был последний день итальянской визы, а через 12 часов улетал домой самолет из города Рим, который находился за 200 километров от города Неаполь. В этой непростой ситуации сенсей почему-то обрел некое просветление, подобно Сиддхартхе Гаутаме, который под деревом Бодхи стал Буддой. Но все закончилось хэппи-эндом. Сенсей успел на самолетный рейс, добираясь зайцем и попутно восстановив временные документы. А теперь лайфхак, как надо поступать в подобных ситуациях. Первое. Никогда не храните деньги, документы и ценные вещи в одном месте. Желательно все это распределить по разным карманам и бумажникам. Также остерегайтесь толпы и будьте бдительны. Никогда ни с кем не конфликтуйте. Это не ваша страна. Второе. Нужен полицейский протокол о пропаже или краже вашего документа. Старайтесь заполучить протокол в том городе, где была совершена кража или случилась пропажа, потому что в другом городе вас могут перенаправить в полицейский участок того места, где это случилось. Третье. Выезжая за границу, желательно захватите с собой несколько паспортных фотографий. Или же можно сфотографироваться, но если фотосалоны закрыты, то существуют специальные фотобудки. Фотография вам будет нужна в дальнейшем для временного документа. Четвертое. Все свои документы, билеты и необходимые фотографии храните в электронном виде у себя в интернете, чтобы в случае чего доказать, что это на самом деле вы. И пятое. Не забывайте, что в трудных ситуациях в первую очередь вам будут помогать ваши же сограждане, казахстанцы, и посольство Казахстана, которые обычно находятся в столицах других стран. Это можно на примере даже увидеть в настоящей ситуации в связи со всемирным карантином. У казахов есть пословица «Атамекен, анамекен, кысылганда, панамекен», что означает «Родина, она твоя мама, которая поддержит тебя, когда тебе тяжело». А теперь вам задание от сенпая. Вам необходимо рассказать о каком-либо интересном историческом месте, в котором вы побывали. А если вам еще не довелось побывать в подобных местах, то расскажите о месте, где бы вы хотели побывать из числа стран, которые мы проходим сейчас по истории. Вам нужно рассказать об историческом прошлом, о достопримечательностях и об интересных фактах выбранного вами места. Работы отправите сенсею в формате видео или аудио, либо фотослайда. Письменно выполнять не надо. О, сенсей звонит. Алло, алло, Наполеон, ты меня видишь? Да, сенсей, я вас вижу. Мы добрались до временного портала. Посмотри, это временной портал. Ого, какой красивый. Я сейчас отправлю друзей в прошлое, а потом приеду домой. Ассаламу алейкум, Наполеон. Валейкум ассалам, Хаджа Эфенди. О, Машат, салам алейкум. Как дела? Спасибо, хорошо, но я немножко проголодался. Не беспокойся, я как приеду домой, я приготовлю сырне. О, сырны, я люблю сырны. Мясо молодого барашка, пальчики оближешь, Ай-яй-яй-яй, как вам не жалко молодого барашка? Людям желательно быть вегетарианцами, а в идеале лучше быть веганом, например, как я. Что это? Что за звуки? Это хронофаг. Он пожиратель времени. Вон он бежит сюда. Он хочет сожрать и нас всех. Бежим, друзья, бежим, поскорее. Друзья, вы бегите, а я его задержу. Бегите, бегите. Джарбаш, я тебя здесь не оставлю. Бежим сами. Хаджа, Джарбаш не пропадет. А это твой единственный шанс найти эликсир от коронавируса. Бежим, бежим со мной. Хорошо. Ну-ка, хронофаг, иди-ка сюда, я тебе сейчас покажу. У, шайтан! Ты не пройдешь! О, нет. Наполеон, хронофаг повредил временной портал и теперь меня засасывает непонятно куда. Если я не вернусь,
Переведи все мои деньги ученым во благо науки. Запомни пин-код моей банковской карточки. 9. Сенсей!